Сейчас здесь непривычно пусто. Прошедшие 7 дней для медиков были особенно насыщенные. Ежегодно в последнюю неделю апреля во всем мире проводится Всемирная неделя иммунизации. Ее главная цель – обезопасить себя от вирусов сейчас, чтобы сформировать иммунитет на потом. Мы работали с населением детским. У нас также работал здесь в поликлинике прививочный кабинет. Значит, мы охватили около 300 детей. В том числе, значит, было проведено по коре, которое вот, в этом году очень часто довольно-таки статистика была по заболеваемости кори, где-то 48, и по пневмонии 9. Важность иммунизации в том, что она позволяет создать в регионе твердый коллективный иммунитет. Изначально это мероприятие называлось Европейской неделей иммунизации. По данным ВОЗ, подобный чекап позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерита, столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи. Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей и является основным инструментом, применяемым для борьбы с инфекционными болезнями. Даже у нас есть распоряжение Российской Федерации вот, значит, от 18 значит, сентября 2020 года, называется, значит, стратегия развития иммунной профилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. Главные мероприятия – профилактические прививки, которые осуществляются в рамках национального календаря. Система их проведения обеспечивает развитие иммунитета в самом раннем возрасте в максимально короткие сроки. Современные препараты способны защитить и предостеречь сразу от нескольких заболеваний. Допустим, в этом году у нас была довольно-таки большая заболеваемость корью. Те дети, которые были, допустим, привиты кори, паразиты, краснуха, которая у нас делается вот в год ревакцинация, потом ревакцинация. В дальнейшем, значит, дети, которые были привиты, они заболели в менее, скажем так, ну, без осложнений и более легкой форме. А те дети, которые были не привиты, соответственно, у них и пневмония была как осложнение, они попадали у нас в реанимацию, были последствия различного характера. То есть чаще всего это могут быть и менингиты могут быть вирусного характера, и пневмонии могут быть. Ну, жалобами поступали, конечно, в этом году. Было довольно-таки большое количество пациентов. В числе тех, кто пришел на иммунизацию в первый день, и Амина. Сегодня у нее по графику плановый обход врачей. Мама 3 детей понимает, насколько важно здоровье малышей, поэтому доверяет врачам и равнодушна к доводам антипрививочников. Я советую мамочкам, конечно, прививаться своих деток, потому что это влияет на здоровье нации. Есть заболевания, от которых не существует лечения, и лучше привиться вовремя. Каждый год прививки от смертельных болезней делают более 100 миллионам детям во всем мире. Благодаря вакцинации от кори случаи смертельного исхода сократились на 84%. Несмотря на выходные, в эти дни в регионе Минздравом была проведена большая работа. Также единая неделя иммунизации, как я уже сказала, широкое просвещение населения. И нами было проведено несколько республиканских конференций, нами были проведены во всех районах мероприятия районного масштаба, разъяснительная работа, раздавались листовки, читались лекции, обсуждались эти вопросы и на совещании в Министерстве здравоохранения. То есть эта работа вся активно была проведена. Ну, основная вакцинация, как мы знаем, это была от полиомиелита. Ну и плюс в рамках национального календаря профилактических прививок вся вакцина в наличии у нас имеется, поэтому от всех необходимых инфекций в рамках нацкалендаря была проведена вакцинация. Врачи поясняют, прививка не дает стопроцентную гарантию, что ребенок не заболеет. Но даже если это случится, он перенесет болезнь легче, благодаря выработанному иммунитету. Хава Гагиева, Али Зязиков, Магаз 24.